Алейкум ассалам, волк-одиночка. Так, секунду. Вайкич тухинс. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алейкум ассалам, дейцер. Алло, я Зинирка. Понял. Хорошо. Алло, я Зинирка, дейцер, что не успел. Теперь мы успели. Даже им тяхтетес и на 5 минут даже опоздал. Алейкум ассалам, Дейлер Маршал Хил. Ну что? Так, секундочку. Мастагу, хайже я начну. Дейлер Маршал Хил. Алейкум ассалам. Слышно огонь, да? Волк. Алейкум салам. Так, ну, начинаем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Как он? Жваплоес. Алейкум салам. Хаматия связи вали ишт хилдарар. Ламаев Муса Валац Собор Диашвар. Вот. Вилкаму дуевые. Да. Так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ну, до того, как ответить на ваши вопросы, я хотел бы рассказать, каких тем я хочу коснуться в этом эфире. Сегодня, вот с 23 по 26 октября, 18 лет тому назад, в Москве произошли всеми нами известные трагические события. Был захват заложников в Норд-Осте в Москве. И я хотел бы сначала коснуться этой темы, а потом уже ответить на ваши вопросы, на любые вопросы. Так вот, как мы все знаем, там произошел захват заложников, было захвачено очень много, сотни заложников. Я сейчас точно даже сказать не могу, потому что говорят по-разному. Вот. И что самое главное, Путин отдает приказ на уничтожение и заложников, и тех, которые захватили этих заложников. Ну, там была такая страшная картина, как вы все знаете, людей просто отравили самым таким секретным газом. И по сегодняшний день этот газ не рассекречен, никто не знает, какой это газ был на самом деле. Но есть люди, которые говорят, что это был секретный газ, чуть ли там не военный. И вот у меня есть тут видео, где говорят сами заложники и те, которые захватили этих заложников. Я постараюсь сейчас продемонстрировать это. Вот. А именно вот рассказать, какие цели были у тех, которые захватили этих заложников. Вот. Если слышно, Волк, как там слышно? Мы, как говорят российские верховные, мы не террористы. Если бы мы были террористами, мы бы заплатили самолеты несколько там миллионов еще долларов. Понял. Так вот, это Маусар Бараев, который захватил заложников. И
как он сказал, я не оправдываю никакие теракты, никакие захваты заложников или убийства мирных жителей, где бы они ни находились. Но мне очень важно знать, какие цели были у этих людей. Вот, он говорит, что они произвели такую акцию, совершили такую акцию из-за того, чтобы остановить войну в Чечне, как он говорит, в Чеченской республике Ичкерия. И я считаю, если бы, как я и раньше говорил, если бы Путин, Ельцин, они не начинали бы войн у меня на моей родной земле, на чеченской земле, то Россия или весь мир не слышали бы о таких акциях, как захват заложников в Москве и других таких акций, скажем, в Беслане тоже. И в первую очередь мы вообще должны винить тех, которые начали эту войну и которые отдавали приказы на убийство мирных жителей, которые были захвачены в Норд-Осте. Это там погибло больше сотни людей. И когда идет такая тема или обсуждение, или я где-то читаю про Норд-Ост, у меня сразу вспоминаются слова одной женщины, которая была в качестве заложника в Норд-Осте. И хочу дать послушать ее тоже. Сейчас, секунду. У них тоже, просто они там рассказывали, у них тоже дети, у них тоже семьи, у них погибли братья, мужья. То есть вот, если поставить себя на их место, наверное, как я поступила бы, может быть, так же. Если бы у меня дом взорвался бы, я бы осталась одна, я бы, наверное, так же доделала бы поезд шагнет, а также пошла бы взорвать. Вот что самое страшное, скажем так, что даже заложники, которые находились в Норд-Осте, могут высказать такую мысль, что они были бы готовы или сделали бы то же самое, что сделали те захватчики заложников. И я уверен, это из-за тех общений, которые были у них в этом зале с теми людьми, которые захватили заложников. Наверное, они слышали, что те люди, которые захватили этих заложников, рассказывали про то, что они потеряли родственников из-за войны, как их российская армия убивала мирных жителей, чеченцев. Наверное, поняли, наверное, поняли. Секунду, да, действительно. Спасибо. Так вот, Байсангур, теперь я рядом. Я теперь недалеко. Я сейчас по ходу отвечу на вопрос. Лорс, ты один работаешь над проектом, не знаю, помогают ли тебе люди из других народов? Да, есть, помогают, и вы тоже помогаете. И общение с вами даже помогает. И я учитываю ваше мнение, или там будь это критика. Далее, сейчас я бы еще хотел показать вам кое-что. Сразу после этих событий чеченская сторона, а именно президент Чеченской Республики, обратился к России, к россиянам и передал свои соболезнования по этому поводу, по убийству Путиным мирных жителей русских. Было такое заявление,
Я вам сейчас покажу даже. Вот оно. Секунду. Вот даже указ был такой. Это от президента Чеченской Республики Ичкерия. Ну, здесь президент говорит, я побольше сделаю, считать действия, связанные с захватом заложников в городе Москве, независимо от их целей и состава участников, неприемлемыми для ЧРИ, как средство достижения военно-политических целей. По факту заявления руководителя военного комитета ГКО Маджлиса Шура Шамиля Басаева о причастности к захвату заложников 23 по 26 октября в Москве поручить Генеральной прокуратуре и Верховному шариатскому суду ЧРИ провести расследование с последующим решением и в соответствии с законодательством ЧРИ. На период расследования данного происшествия руководителя военного комитета ГКО Маджлиса Шура Шамиля Басаева временно отстранить от занимаемой должности. Вот Аслан Масхадов, президент Чеченской Республики Ичкерия, 6 ноября 2002 года. Вот, было такое заявление от Масхадова. И даже совместно с этим заявлением он обратился к руководству России и сказал, что чеченская сторона готова сесть за стол переговоров и готова к мирному разрешению войны. Но в Москве об этом не говорили, наоборот, проигнорировали эти обращения. Далее, еще у меня тут есть что показать. Кстати, вспомнил, хотя я раньше об этом говорил, очень интересно. Те люди, которые захватили заложников, а именно Маусар Бараев, обратился, вот тут вы можете прочитать, и ссылка есть, что они готовы отдать 50 заложников, если туда явится Ахмад Кадыров. Но, как мы помним, сразу после этого заявления Кадыров уехал из Москвы. Именно сразу после этого заявления. Наверное, побоялся, что его все-таки Путин направит туда. Ну, потом тут еще написано, кроме того, вот Маусар Абу-Бакр, да, утверждал, что террористы готовы освободить заложников иностранцев, в том числе более 30 граждан Украины. Вот. И еще тут. Потом Россия, конечно же, делала все, чтобы дискредитировать чеченскую власть, руководство Чеченской Республики Ичкерия, и всячески разными методами своими грязными они ставили главным виновником нашего президента. Якобы наш президент знал и даже планировал эту операцию, хотя это неправда. Наш президент и все президенты Чеченской Республики Ичкерия были против таких акций. И как мы и в то время говорили, и сейчас мы можем сказать, что это был отчаянный шаг, отчаянные люди, которые решили хоть так, но остановить войну даже таким методом. Вот, к примеру, тут у меня есть даже ссылка с
сайта ФСБ в то время. Вот. Сейчас побольше сделаю. Тут они пишут, что 18 октября 2002 года Масхадов выступил с обращением к боевикам. Его спросили, будет ли повторение операции в Буденновске, которую боевики называли операцией «Джихад». Мы проведем еще более уникальную операцию, подобную джихаду, пообещал президент Ичкерии. Этот человек, работник ФСБ, Игнатенко, кажется, фамилия, вот, он это сказал, он это придумал такую версию. Но на самом деле таких вопросов, как тут написано, мол, какой-то боевик спросил президента, будет ли такая же операция проведена, как была проведена в Буденновске. Мол, таких вопросов вообще не ставилось, и никаких доказательств нету. Они там писали, что, мол, у них есть видео, где задается такой вопрос. Неправда, это неправда. Слова, где якобы где президент Чеченской Республики Ичкерия говорит, мы проведем еще более уникальную операцию, подобную джихаду. Да, действительно, он это говорил. И он говорил эти слова, я помню эти слова лично, я сам отдавал эту видеокассету каналу Аль-Джазира. Это было в 2002 году. Вот. Там он говорит эти слова, мы проведем еще более уникальную операцию, подобную джихаду, как проводили раньше, когда захватывали город Грозный. То есть имелось в виду, что есть подготовленные операции, военные операции против военных. Это был метод нашего главнокомандующего, но, как известно, они, российская ФСБ, вырезали эти слова и даже демонстрировали это. Именно вот эти слова. Вот. Ну, показывать, говорить, конечно, есть много чего, но еще что интересно, что те захватчики этих заложников якобы хотели взорвать зал, и как будто у них не хватило времени, чтобы сделать это. Мол, это была блестящая операция, ну, были такие заявления. Хотя времени у них было очень много. Я не думаю, что они хотели что-то взрывать. Мне так кажется. Но когда шел штурм, было видно по фотографиям, что люди отстреливались, там была перестрелка, и в результате этой перестрелки были убиты люди. То есть время у них было, вот что я хочу сказать. И, как мы знаем, опять же, они пустили газ, секретный газ, и убили и тех людей, и вот этих заложников тоже. Ну, кстати, я еще хочу добавить, что даже показать, если вы помните, были такие съемки, очень интересный момент. Вот посмотрите, сейчас, секунду. Вот фотография сделана с видеосъемок. Это было утром, даже там время стоит 6:53 после штурма. Вот женщина с белой повязкой в куртке. Она тут лежит человек. Вот тут лежит человек. На видеосъемках лучше видно. И она стреляет в него. А этот человек берет его и оттаскивает. То есть уже труп. Убивает. Почему убили этого человека после штурма? Вот такой вопрос. И
на тех съемках, на фотографиях даже видно, что всем сделали контрольный выстрел. Контрольный выстрел, и всех даже убивали там, где они сидели, потому что они выключились из-за газа. Они могли взять живыми этих захватчиков-заложников. Они могли их взять живыми, но не сделали это. Почему? Интересно, почему? Наверное, что-то вылезло бы. То, что и невыгодно российскому руководству. Ну, к примеру, даже я и раньше говорил, что там были такие моменты, что ихние агенты организовали, возможно, даже вот так, что заманили эту группу в Москву. Одного человека я знал лично его, это Теркибаев Хампаш. Вот, и я как знаю, он, видимо, оплачивал деньгами место проживания и там другие расходы, то есть занимался организацией. Это я знаю со своих источников. Вот. Хотя говорилось, что якобы Теркибаев Хампаш находился в самом здании. Ну, в это я не верю, он там не был. Потому что когда все это произошло, он был и в Турции, и в Азербайджане. Вот. И как я вот показывал с сайта ФСБ, скриншот я такой сделал, Россия всячески хотела замешать в такие акции наше руководство, чеченское руководство. Там что только они не делали, то Усама бен Ладен у нас появлялся, то у Масхадова чуть ли не встречи с ним были. Вот. И я, наверное, позже потом расскажу очень интересный случай, не сейчас, какой метод, грязный метод хотели использовать российские спецслужбы, чтобы выставить нашего президента в качестве террориста. Ну, я об этом потом расскажу. Вот, и сейчас, как бы завершая, я бы вот от своего лица хотел бы принести соболезнования всем тем, которые погибли в этот день. Они стали жертвами. Они стали жертвами путинской политики, кремлевской политики, которую они проводят у нас на чеченской земле и на Кавказе. А теперь дальше я отвечу на ваши вопросы. Сейчас я просмотрю. Лорс Андерсон Анзор, зачем Моусару нужен был Ахмат? Ответ очевиден, или Ахмата собирались использовать? Очень странно, Анзор, что за Ахмата не потребовали 150 заложников. Я не знаю, ну, я-то хотел сказать, что он, вот таким языком говоря, смылся с Москвы. Смылся, убежал, боясь за свою жизнь. Сухуми
Приветствую, Анзор. Два слова скажи о ситуации в Нагорном Карабахе и выборах в Грузии в конце месяца, где ожидается конец режима олигарха с Москвы. Брат, я тоже приветствую тебя. Ну, как я и раньше говорил, мы надеемся на мир на нашей земле, на Кавказе. Вот. И надеюсь, ситуация в Карабахе завершится без крови. Хотелось бы, да, но сейчас там идет уже война, крупномасштабная война, позиционные бои. Ну, хотелось бы мира, не хотелось бы крови. И, как я всегда говорю, здесь я вижу руки Кремля, которые спровоцировали эту войну и другие войны на Кавказе. И пока там имеются какие-то связи, когда на Кавказе имеются такие связи, московские связи, руки Москвы, ну, у нас это будет продолжаться. А Грузия, я очень люблю Грузию. Мой отец там учился, начинал свою военную карьеру. И Грузия, как сказать, как родная земля. Я там бывал несколько раз и с отцом, и без. Вот, и надеюсь, что там будет спокойно и наступит мир, и будут люди, которые будут думать о своем народе, о будущем своего народа. Чего я желаю. Хамзат Гилаев Светца Гаму Мяц Анзор и Сахатар Цагуш Сантях Мадалитя. Хамзат, бях мобил. Извини, я говорил на другую тему. Я же вначале сказал, что я сначала расскажу по этой теме, а потом уже отвечу на вопрос. Суна, я не видел твоего вопроса. Если будет хорошо, если ты мне его еще раз задашь. Пейнтервала Сун. Хотя я постараюсь найти его. Ага. Анзор Арцуев, Аслан Хляйцен, что-нибудь знаешь о нем, где он и как он, кто-нибудь знает, что с ним? Хамзат, брат, я его лично не знаю, у меня никогда с ним связи не было, я никогда с ним не разговаривал, насколько я помню. Вот. И поэтому у меня никакой информации по этому человеку нету, я даже не могу ответить на твой вопрос. Ва алейкум ассалам. Нохчу антиприкол. Анзор, в описаниях под видео я видел PayPal в адрес Низам. И чисто аглилош адрес ду, и отцу проекте kahvivчер общий доступ. Так, имею ли я лично доступ, или же те люди, которые работают над проектом Низам, ты спрашиваешь, да? Нет, там доступ имею я. Вот. Сухуми, спасибо. Я тоже, так же, как и выше сказал, уважаю, и для меня все кавказцы как родные, и я очень хотел бы и хочу, чтобы у нас наконец наступит мир. Я очень этого желаю. Иншаллах, как говорится, он будет.
Так. Габриэль Киле. Спасибо, брат. Валикум салам. Валикум салам. Что думаешь о убийстве во Франции? Валлахи, брат, ну, знаешь, тяжело говорить на эту тему, но пускай будет много критиков, пускай их будет больше. Но изначально было видно, что это провокация. И я считаю, что даже в таких вопросах ну, нам нужно иметь терпение. Всех рассудит Аллах, и так оно и будет. Каждый ответит за содеянное, даже сказанное слово. И будет суд над каждым. Не надо спешить какими-то действиями, с такими действиями, если это будет в каком-то образе ну, вредно, нанесет вред нашей умме. Да? Ну, например, да, во Франции закрывают мечети. Это плохо. Во Франции закрывают мусульманские организации. Тоже плохо. И какими бы провокациями они не занимались бы, эти провокаторы, они никак не смогут оскорбить религию, даже нас, мусульман, оскорбить не смогут. Вот. Видно, что это провокация, и в разных странах, не только в Европе, этих провокаторов много, и я считаю, что они вместе даже связаны. Чтобы мы делали такие реакции, шли на такой, скажем, радикальный шаг, на преступление, чтобы мы убивали там, чтобы выставить нас вот в такой форме. Это вредит нам сегодня, я считаю. Вот даже говорилось, что они будут депортировать более 200 человек, мусульман. Ну, там не только чеченцы. Это тоже очень плохо. Те чеченцы, которые живут в Европе, им категорически нельзя возвращаться не то что на территорию Чеченской Республики Ичкерия оккупированы, и даже на территорию Российской Федерации. Вот. Тоже опасно. Вот так я считаю. Джек, валейкум ассалам. Да, я был в Азербайджане. Был. Как отношусь к вашему народу? Очень тепло. По-братски, брат. Так отношусь. Были ли азербайджанцы на стороне чеченского сопротивления? Да, брат, были. И наши братья, азербайджанцы, принимали участие в чеченском сопротивлении против российских оккупантов. Были такие люди. И мы вам благодарны, азербайджанскому народу, Азербайджану, руководству, что мы смогли в тяжелое время найти приют, чтобы приняли наших беженцев. И благодарим вас за это. Кайрат Куандыкова. Ассаламу алейкум, Анзор. Ты знал лично Маусара Бараева, да? Валикум салам. Нет, я его не знал. Так, Дийцер. Сейчас, секунду. Анзор, ты был знаком с Кадыровым лично, с отцом или с его отпрыском? Вообще, как вообще вел себя Кадыров? Правда ли говорят, что его чуть бы не на пинках там гоняли? Брат, ну, не знаю, я не скажу нет. Хотя я больше знаю.
Просто не хочу говорить про него. То, что говорят, правда. Ушурма Сумсо. Анзор, а будет ли третья русско-чеченская война? Ушурма, брат, дай Аллах, чтобы не было. Надеюсь. Сейчас далее. Ну, что антиприкол? Анзор, в прошлом эфире ты рассказала про проект с фотографиями. Я думаю, можно было бы назвать это жертвы ненаказанных убийц. Ну да, интересное название. Запомню это название. Или что-то в этом роде, чтобы в названии был посыл на безнаказанность. Хорошая идея. Хорошая идея. Выркал. Кайрат Куандыков, это же он убил старика на заправке. Нет, брат, того человека на заправке убил его брат Зелимхан. Они поспорили шланг, они там заливали топливо на заправке, вот. И тот взял, Зелимхан, сын Кадырова, взял пистолет и застрелил его. Потом целое чеченское руководство поехало в это горное село, чтобы упрашивать тех людей, потому что у нас кровная месть, вот, поэтому, чтобы они оставили эту кровную месть Кадыровым. То есть Кадыровы должны говорить спасибо руководству Чеченской Республики Ичкерия, президенту Чеченской Республики Ичкерия, который тоже обратился, и им вот оставили эту месть, кровную месть Кадыровым. Габриэль, спасибо за ответ, брат. Пусть Аллах тебе даст сил, процветания и долгих лет жизни. Всем нам, брат. Аминь. Аминь. Спасибо, брат. Так, Сухуми, Анзор, у тебя на канале есть видео «Визит в Грузию» великого Аслана Масхадова, встреча с Шеварднадзе, потом визит в Панкийское ущелье. Это был 97-й год, да, насколько я помню. Я сам был рядом с отцом на всех этих встречах в Грузии и, как ты сказал, в Панкийском ущелье во время встречи Шеварднадзе. Помню эти дни, просто замечательно было побывать первый раз в Грузии еще. Было очень интересно, такой теплый прием был, я помню. У меня есть фотографии, вот насчет видео, кажется, есть, точно не могу сказать, кажется, есть. Джек, очень тепло. Спасибо, брат, спасибо. Я тоже взаимно. World Small, Анзор, Путин как-то сказал, что Европа еще узнает чеченцев, мол, не принимайте их. Он обещал, теперь выполняет обещание. Конечно, это, как сказать, как говорил Литвиненко, руководство России – это мафия. Вот. Чем только они не занимаются, проливают кровь, да, там идет открытое как бы запугивание, да уже кокаин там или что там было, героин возят дипломаты. Это целая мафия. И, конечно, им невыгодно, когда
с России не только чеченцы, а вообще с России русские уезжают оттуда, с Российской Федерации, потому что там жизни нет. Поэтому все хотят уехать. Хамзат Гилай Ванзор Сон Холодер Шедва Духуесан. Цахум датсоваш, цам нисхиец, цам датс. Скамял диашеш, цанистелари, кантирваласу. Так вот, Аларису. Заур Атиев, откуда у тебя медаль, за какие заслуги? Какая медаль? Где ты видишь медаль? Ну, главное, что не российские кресты, вот, не российские кресты, которые дали за убийство своих соотечественников, за предательство. У меня таких медалей нету. Медаль. Я по лавочке, насколько она была серьезной, имею в виду Лабазан. Так, Джек, очень интересный вопрос. Да. Еще один вопрос к тебе, брат. Была ли оппозиция в Ичкерии и насколько она была серьезна? Имею в виду Лобазановых. Надеюсь, правильно написал его фамилию. Да, это Руслан Лобазанов, бандит. Вот, полковник ФСК в то время. Ну, можно сказать, да, их было очень много. Ну, вооруженных людей. Первое время Россия выдала им автоматы, вот, ну, стрелковое оружие. Потом уже Россия помогла им, оппозиции, помогла им военной техникой, там были БРДМы, БТРы. Позже даже выделили вертолеты, там пару штук, кажется, было, ну, 2 точно было. Один раз я даже в бою видел, они друг друга стреляли и сбили свой вертолет. Потом этот вертолет упал где-то недалеко, не долетел даже Осетии. Вот. Там была группа Авторханова, Умара Авторханова, Беслана Гантемирова, Руслана Лобазанова. Вот. И потом уже под конец появилась группа поддерживающих Руслана Хасбулатова, Завгаева, Доку Завгаева. Позже, уже когда поняли, что им своими силами ничего не добиться, то начали просить Россию, чтобы Россия вела свои войска на территорию Чеченской Республики Ичкерия и вмешалась, вот, чтобы сместить Джохара Дудаева, вот, и чтобы помочь им стать во главе. Они совершили штурм, первый штурм такой, хотя это не первый был, до этого тоже были, но такой самый мощный штурм 26 ноября. И буквально все танки, которые вошли в Грозный, их сожгли, были трофеи, были пленные. И среди этих пленных были российские танкисты с их элитных частей. Кантемировская, Таманская танковая дивизия была оттуда. Ну вот это были бандиты просто, которые способствовали началу Первой русско чеченской войны. Ну, лорд Сандерс Анзор, какие разногласия были к Лобазанова с Мелхи, Тейпом Мелхи? Если знаешь что-либо на этот счет, то пролей свет. Ну, я помню эти события. Конечно, я был рядом с отцом еще с 93-го года. И они говорили, что
Джохар Дудаев, ну это обычные просто такие сказки были. Говорили, что Джохар Дудаев, он из Тейпа Мелхи, вот. И там разные сказки были, мол, Мелхи делают деньги на нефти и все такое и так далее. Вот. Ну, из-за того, вот из-за этих слухов, что якобы Джохар был Мелхи, ну хотя он не из Тейпа Мелхи. В основном это. А что личное у него было с Тейпа Мелхи, я это не знаю. Ну. Умар 95. Где-то я тебя видел. Алейкум салам. На канале РТВИ развлечения вышел ролик про чеченские войны. В нем Максим Шевченко говорил о возможных связях Басаева с Кремлем. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, по связям с Кремлем, ну, я в эти связи не верю. Почему? Я почему не верю? Потому что даже во время боя я видел Шамиля Басаева. И он воевал, он был воином. И кто такой Шевченко, чтобы вот так уверенно говорить про нас, обсуждать эту тему? Люди, которые еще до начала чеченского колонна, российские колонны в Ингушетии. Лорс, если честно, про колонны еще что-то я не понимаю. Я зачитаю. Анзор, кто были те люди, которые еще до начала Чеченской войны нападал на российские колонны в Ингушетии? Ты имеешь в виду колонну российских войск, которая ехала в сторону Ичкерии на войну с нами? Ну, братья ингуши напали на эти колонны. Это я помню. Кайрат Куандык, Анзор, ты был в новогоднюю ночь в Грозном, когда уничтожили Майкопскую бригаду? Большие потери были у них. Нет, я в эту ночь не был, даже в Грозном я не был. Я помню, мы поехали в штаб, да, мы на УАЗике поехали в сторону штаба, чтобы попасть туда, в наш главный штаб. Но там начался обстрел. Из градов стреляли и из минометов. Прямо по тому кварталу, где находился штаб и где находились мы. Нам пришлось уехать в сторону, как бы в другой квартал на этом УАЗике, выключив фары, везде все взрывается. Потом остановились возле одного дома, и там увидим, женщины какие-то плачут в подъезде. Мы зашли в подъезд, чтобы переждать обстрел. Какой там обстрел шел, они стреляли. Потом, оказывается, это русские были. Те просят, увезите нас отсюда. Мы их посадили в машину, УАЗ, повесили бронежилеты по бокам, вдруг что, если осколки попадут, и вывезли их. Это было вот именно вот эти дни, вот пару дней. Ваня, помнишь зачистку Алироя в 2000 году? Да, я помню. Так, да. Анзор, здравствуй, брат, скажи, пожалуйста, твой отец знал и общался с Хаттабом? Откуда он
Хаттаб. И когда приехал помогать братьям, спасибо, удачи во всем, спасибо и вам тоже удачи. Хаттаб, можно сказать, был такой воякой. Еще будучи маленьким, молодым, он воевал против советских войск в Афганистане. Потом, когда у нас началась война, он продолжил эту войну против России, вот, против России, и приехал к нам в 95-м году, как я помню, в 95-м году. И приехал по своей воле, вот, как он и говорил, чтобы отдать жизнь на Газавате, джихаде. Вот. Ну, таким был человеком, ну, действительно воином, ни в какие там политические игры там не влазил, был как бы нейтральным. Да, Давид. Ага. Ну, хочу антиприкол. Анзор где-то 15 лет назад один парень сказал, что один мужги, по-моему, Киев, Саид Магомед, где-то похитил и живым закопал двоих-троих чеченских парней. Слышал ли ты про такое? Именно про этот случай я не слышал. У меня даже есть фотографии, как они... Какая разница, какая там фамилия? Это те, которые работали на российских оккупантов. Они закопали живем старика. У меня эти фотографии есть. Я потом как-нибудь в своих проектах покажу эти фотографии, расскажу об этом случае. Это было в Курчалыевском районе. Они живем закопали старика, убили его. А насчет Киева, он всегда был против Ичкерии, воевал, был на стороне Армении, воевал против Азербайджана в Карабахе еще в то время. Потом приехал к нам, ну, он чеченец, и уже воевал против Джохара. Потом и до конца вот воевал, пока Кадыровы его не выдворили, не выдавили. И ему пришлось уехать из республики. Ваня Абуева Салмана, помнишь соратника Аслана Масхадова? Если да, что бы сказал о нем? Ну, Абуева Салмана, да, я помню. Я помню. Еще с Первой войны. Ну, он в то время, раньше был соратником Аслана Масхадова. Вот. Расскажу. Рейс, Велер Машалхыл. Вот. Джон, ты, речь, разговор у тебя слаженный, ты раньше много читал, да, когда еще не было ни интернета, ни компьютера, сколько книг ты прочитал, какой предмет тебе нравился в школе. Брат, ну, да, я с детства любил читать, действительно. Ну, а по предмету, ну, мне много чего нравилось. Я любил геометрию, алгебру. Очень нравилась география, просто очень нравилась. Вот. Сейчас, секунду. Так, рейс, ой, масса нахуй.
Джек, сейчас ответь на вопрос, пожалуйста, вопрос выше, сейчас, секунду, брат. Так, которого... Брат, 21 октября была годовщина, как эти твари разбомбили центральный рынок Джохара Грозного. Насколько были потери среди мирного населения? Спасибо, брат. Ну, точно, конкретно даже не смогут сказать какие-либо там правозащитные организации. Ну, и наша сторона даже не может этого сказать. Но в то время я помню, что был разговор о 400 людей минимум, и убитых, и раненых. Больницы были полностью забитыми, мест не было. И я знаю это по рассказу нашего министра здравоохранения Умара Ханбиева. Он сам рассказывал это. В то время он был министром здравоохранения. Все забиты, эти больницы были забиты, коридоры, везде лежали люди, уже умершие, раненые, бесконечности. Вот. И в тот день удары были нанесены по разным точкам Грозного. Именно там, где собираются люди. Например, центральный рынок, да, как мы знаем, еще родильный дом, мечеть. Так что это был даже вот центральный рынок, мы сами знаем, насколько он большой был и сколько людей там собиралось. Представьте, взорвалась ракета, земля. Ну, жертвы были огромными. Мастер Ли, Лорс, ты стольких людей знаешь в этой среде, даже Анзор столько не знает, а вопросы у тебя чересчур однозначные. Все может быть. Да. Ассаламу алейкум, Хамзат. Ассаламу алейкум, Анзор. Да хранит тебя Аллах. Каким человеком был Арсан Аллаха, хорошим или плохим? Ваху, да, я знаю еще с первой войны, но оказывается, мы еще видели до войны, с 94 года я его знаю. И во время первой войны какой-то промежуток времени мы находились, жили вместе с Вахой Арсановым. И что я скажу? Далдек Алвойли, Диктагвар Вах, хорошим был человеком. Нет, Арсанов не был муфтием. Арсанов был вице-президентом Чеченской республики Ичкерия. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Марш Вол, Инстаграм, Ютуб. Валейкум ассалам, Рустам. Аллах рейсхуем. Секунду. Простой одинокий. Анзор, скоро будет видео. Иншаллах, скоро будет. Там я затронул такую тему. Выход из Грозного, когда наши подразделения выходили из Грозного, то есть как бы новые факты, свидетельства. Вот, как они рассказывают, как они выходили из Грозного, что случилось, то есть эти минные поля, как их обстреливали.
ну, наша история. Джек, брат, слышал ли ты про Беркана Ишара? Я смотрел фильм документальный, он помогал чеченскому сопротивлению с Турции. Сам он тоже был чеченцем вроде. Беркана я знаю давно, с 97-го года. Мы вместе ездили в Америку с отцом, он был рядом. То есть официальная делегация была. Ну, потом, как оказалось, он был работником, и как мы уже потом поняли, уже когда началась эта война, Вторая война, что этот человек работал и продолжает работать там, где он может где-то что-то заработать. То есть я про деньги. Так, братья, сейчас я хочу уже закончить эфир, уже скоро час. Отвечу на последний вопрос. Алейкум салам. Анзор, я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, во Вторую войну были в основном нападения на колонны и подрывы. Эта тактика была эффективна. Ну, Кайрат, брат, на войне навязывают вот ведение войны, да, партизанскую войну. То есть нашим военным руководством была навязана вот эта тактика. То есть самая выгодная тактика для чеченского сопротивления. Когда враг не знает, откуда, где, что будет, нападение, штурм. То есть поэтому. И потому что российские войска отказывались вести фронтальные боевые действия, окопную войну. И во время Второй войны они уже начали обстреливать из самолетов и разных орудий, и в атаку не шли. Массово использовались ракеты «Земля-Земля». Вот поэтому, исходя из этого тоже, наше сопротивление нападало на колонны, делали подрывы. Поэтому. Так, леди 1974. Почему оповещение? Я даже не знаю почему. Уже не первый раз слышу. Хотя я сделал его в Фейсбуке и тут тоже оповестил. Вот. Анзор Бараев, Арби Мухитерхон. Дейла, Арби Бараев. Халық лелінігім рейс Хорватию. Хоқтам тя қахая гаши сададырксу. Баскшин дуалтуамбеш. Вопрос был по Арби Бараеву. Я ответил, сейчас даже переведу, хотя не был согласен с тем, что он делал раньше. Ну, это мое личное мнение. Так он погиб, воюя против российских оккупантов. Хамзат Хамзатова, Анзор, Висталге, Кадуэль, Массера, Юэль, Элрейсха. Наше оружие на сегодняшний день это дуа. Мы будем за тебя молиться, и ты тоже не забывай делать за себя дуа, иншаллах. Не только дуа, нужны и действия. Ванаша лилудис. Ванаш лилудис. Иншаллах. Так, как я говорил выше, ну, сейчас я
завершаю. Иншаллах, скоро выставлю новое видео, и иншаллах, скоро увидимся и поговорим на другие темы тоже, иншаллах. Ну ладно, последний вопрос вижу тут. Анзура, где ты жил во время Ичкерии? Я имею в виду, в каком районе Грозного? Я жил в Первомайке, на окраине Грозного, а потом на Ташкале. На Ташкале это Старопромысловский район. Там мы жили. Но хочу антиприкол. Аллах рейсвун, Аллах рейсвун. Мастер Ли, следующий эфир скоро. Скоро. Ну, скажем, через 2 дня, наверное, вот так. А то у меня так получается, работы много, поэтому... Ахмад Абдарханов, да? Да, мола, иншаллах. Аллах аз поблагодарен. Так, ждали, пока приду, что так рано заканчиваешь. Ну, приходится. Работа кипит тоже. Но, иншаллах, скоро увидимся. Ну, сейчас, секунду. Аллах, рейс Масана, еще раз поблагодарю всех. Мне было интересно. И удостоили шаидуя. До скорых встреч, как говорится. Адеквель. До свидания.